О том, как ингушей отправляли в ссылку, Люба Аушева помнит из рассказов родителей. Тогда, в 44-м, бабушка еще не родилась. На свет она появилась в Казахстане в 48-м году. Но истории мамы Насыпхан дают понятие, какому испытанию подвергли ингушский народ. Тогда родители были молодоженами. Полгода назад сыграли свадьбу, папы в Есенгирее дома не было. Молодая невестка вышла во двор и увидела отряд солдат. Слов было немного. Прозвучало лишь «собирайтесь, вас высылают». Не говорили, куда едут и за что. Ардыгрдых долдан луадырыняр. Тафиюхги хатырыняр пунаныс. Ама анахы ирина туда долдалыха шемало масага сисовети кайчак сходиана дабганяр самасаг ватырняр дахайт. Ялхайчыр вака мылват абгавар. Акалнахга чак хакешлиян. Ахаздыч езезер ахачын сансалтич ялыртгы. Я если жай хамаш если шкам язычан. Мы ж доктор, что мы ж дохатся, но юхом доадач. Мама Любы рассказывала, как, проезжая дом, повозку остановили, а один из солдат завел ее обратно. Он сказал взять ручную швейную машину, которая у них была. Благодаря ей уже на чужбине семья могла прокормить себя. Сумасшенец отхнаныз алыра хатбин сага хам тигиш здесь чага да я хамах ёлчамлга. Не все члены семьи смогли доехать до места назначения. Дедушка Орц умер еще в вагоне поезда. Там же на чужбине погибли 2 дяди и тетя. Из рассказов родителей тяжелее всего было женщинам с детьми, у которых не было мужей. Многие из них выжили благодаря помощи и взаимной поддержке. Папа Любы был грамотным человеком, умел писать и читать. Его назначили заведующим продовольственного склада. Немало семей он спас от голода. إشقالنا بيلخج ما بقاش مهتي بيسن ليت تخاش بعد قدواتش كسي حتقيلك أيهم تنا أرتدخي بعد ليتشن تبتو بشتو جرتوان يا فالي قنال دوات شو مثل دوات شدوق يتاين نارا كورة تلتيخي نارا يخي هم أقوتي استرمي داش بهيري قطع دوخرتوان يار سخلص تغدي سادات شنتوس هنتشت إجدا إزاي نخبيت سو كلغر بيها نخ تصارح أوش حدي تشمارة Один из случаев навсегда запал в сердце отца Любы. Мужчина поздно ночью, возвращаясь домой, услышал звуки, напоминающие то ли мяуканье, то ли плач. чечецюш арянис. Чир хаяка шинчухожахам. Хал ерихм. Хаймет целыри ханзери угя. Куана сейрин хаукус хайин ахой азгиздук легётш. Укан кахмна яхам хари агён. Но хаймет сити унат мила хесо халтейта. Тавеца дяхкер тада вахыр ардык ецанын сукал ахин вач замшсагуэн андгалга. Акмолинский вяха мержа Есенгиревиха. Венанту. Чивдер кянчи волошнянт халсага яхам тилырия. Тилырасынянт сынанерхынсынянт. Цукалсагу сдан каши хайханянт волчер халяти халх диали шало из Есенгири баханти дин васасагоха. Цунбарту алаяна. Семья Мержоевых вернулась домой в 1959 году. В свое родовое село, ныне Чермен пригородного района, заехать не смогли. Туда путь был закрыт. В итоге пришлось осесть в поселке Майское, заново строиться, налаживать жизнь. Более 20 лет уже после замужества Люба провела за пределами республики. Вместе с супругом работала на стройке маляром и штукатуром. Сейчас у бабушки большая семья. Люба родила и поставила на ноги 5 сыновей и 2 дочек. А внуков у нее более 20. О сложной жизни в ссылке нынче напоминают только эти 2 фотографии. На них родители снова живые.